Даша, дай-ка сюда. Да, пожалуйста. Сколько раз тебе можно говорить, чтобы ты не ходила под дождем с зонтом? Зонт испортишь, вот уже испортила. Ну и что? Как? Ну и как, а иначе? что? А как иначе? Ну не надо портить Предложи. вещи. А я откуда знаю, как иначе, когда дожди вот такие идут кислотные? Давайте у специалиста узнаем, как быть и что такое кислотные дожди. Может, это враки хромой собаки, может быть, нет таких дождей. Тогда что на нас капает сверху из этих тучек, которые подпитываются выхлопными газами наших автомобилей и химическими производствами? В общем, разговор с экологом где-то, я думаю, секунд через 15-20 после того, что мы выясним другие планы на ближайшее время. Доброе утро. Здравствуйте. Юлия Грачева, эколог и директор Санкт-Петербургского экологического союза. Значит, мы тут на днях по поводу жары сокрушались. Там нас услышали, наверху сказали, так, по Питеру дождь дайте. И у нас, так сказать, до конца недели холодно и дождь. Поэтому нас дожди теперь волнуют. Но мы все равно в масштабах всей страны мыслим. Это, скажите, пожалуйста, освежающая прохлада, радость для детских ног, для влюбленных романтиков? Или это все-таки какая-то опасная жидкость, которая может навредить, если будет на темечко капать? Как эколог спешу вас расстроить. В городах ходить под дождем довольно опасно. Так, а чем опасно? Что может случиться? Ну, все, наверное, слышали такой термин «кислотные дожди». Конечно, на самом да. деле это не фантастика, а вполне себе наша реальность. Так. Они вот прям-таки кислотные или это так, усиление пугающее? Кислотный дождь – это дождь, у которого pH меньше 5. Так. И такой pH может быть, когда капли дождя, капли воды смешиваются с выхлопами автомобилей. И образуется азотная и серная кислота. То А чем есть это чревато? Вот мне боком. интересно. Это чревато боком. Ну вот я попала, не дай бог, под кислотный дождь. Что будет? Ну или не я, кто-то другой. Ну, это могут быть проблемы с кожей, проблемы с органами дыхания, потому что вы вдыхаете это все. Помимо вас также будут страдать растения, почва, в которую будет попадать это все, и почвенные организмы, и даже памятники архитектуры. А вот как можно защититься? Обычным зонтом этого достаточно? Или Подождите, капюшон надеть? Или как домой бежать скорее? Зонтом от ты дыхания не спасешь. Ну да, кстати. Конечно, хотя бы, да, лучше ходить под зонтом, и придя домой, можно принять теплый душ. И То есть сразу, голову. на всякий случай, то, что попало под дождь, лучше помыть. Да, вот. А что касается органов дыхания, в этом плане я советую лучше как раз гулять после дождя, потому что дождь, он как раз смывает все вредные вещества То из есть воздуха. в Питере мы гулять должны где-то через неделю, не раньше. Пока сидим, смотрим в окно. А скажите, пожалуйста, вот получается, чем больше автомобильный трафик в городе, тем гаже эти дожди. Да, в Петербурге 80% загрязнения воздуха от автомобилей. Производства как-то влияют на это? Потому что вроде как с этим стало цивилизованнее несколько, но есть города, где, прямо скажем, тяжелая такая металлургия, нелегкая, прямо скажем. И там в воздухе тоже не совсем. Это же тоже с дождем приходит. Конечно. Я Например, там про Челябинск, Норильск. в частности, про Норильск, Да. безусловно. Да. Там вот все это тоже с дождями возвращается. Да, конечно, на Урале, да, то есть вот эти леса обезлесенные, без хвои, это в том числе результат кислотных дождей. Ужас какой, слушайте. Так а что все-таки делать? Вот там, ну, я понимаю, что все мы живем там в городах, у нас у всех есть работы, но если идет дождь, что? Вот главное поставить себе задачу под него не попасть, чтобы, не дай бог, не навредить, да? Да, лучше гулять после дождя. Все-таки, да? Чистый воздух. Хорошо, ну А если за городом, допустим, вот да? пристало, да? Вот если за городом дождь идет, все-таки это живительная влага? Он же в лесу. Вас застал лесной дождь. Да, Да, вы с черникой пошли. А или непонятно, откуда эту тучку гонит? Ну, это да. То есть если все-таки вокруг нет промышленных предприятий, заводов, можно гарантировать, что дождь более-менее чистый. И по лесу не сильно машины ездят, допустим, Ну, да, если да, это самое хотя бы чаще. да. Ты знаешь, Даш, если ты окажешься в чаще и вдруг пойдет дождь, то я уверен, что дождь это будет не главная твоя проблема. Да? Вот в чем Как дело. выбраться да. из чащи Да. будут А так пока не ходи никуда гулять, сиди дома и жди, пока дожди пройдут. Так все друг другу во время муссонов говорят. В общем, напугали вы нас, конечно. Ну нет, просветили на самом деле. У меня вот, напугали. У меня вот нет зонта вообще, в Я принципе. тоже не Я люблю сегодня зонт, пойду да. куплю зонт, Я и не тебе буду. куплю. А Трость я- такой, я который как не лезет ни в бегал- одно метро. Я как бегал под дождем, мне говорили, не ходи под дождем, облысеешь. Я облысел, но все равно хожу. хвостик остался. Спасибо. Юлия Грачева, эколог, директор Санкт-Петербургского экологического союза. Все под зонт.